Привет! Давно не виделись, давайте скорее начинать. Нашу подборку открывает фантастический детектив Рэй Генезис 2004 года выпуска. Сюжет канадского сериала рассказывает о работе ученых в выдуманной лаборатории в Торонто. Они занимаются вирусологией, разработкой лекарств от болезней, а также помогают бороться с последствиями биотерроризма. Новый век – новые проблемы. Преступники стали опаснее. В качестве оружия они используют не пули, а биологические вещества. В бой идут как совершенно новые вирусы, так и всем знакомые, но усовершенствованные. В сериале злоумышленникам противостоит канадская лаборатория Норпак во главе с Дэвидом Сансермом. Под его руководством организация борется с очагами инфекции на территории Северной Америки. Для просмотра доступно 4 сезона. Оценка сериала на Кинопоиске – 7 звезд. А вы знали, что тело некоторых людей может адаптироваться к экстремальным условиям жизни? Ответ на этот вопрос вы найдете в следующем сериале. На очереди документальный проект внутри человеческого тела. Всего за 4 серии вы сможете совершить путешествие во внутренний мир человека. Каждая часть документалки расскажет об этапах возникновения нашей с вами жизни. Например, первая серия носит название «Сотворение», а вторая – «От начала и до конца». Использование режиссерами инновационной графики позволяет в мельчайших деталях увидеть внутренние процессы организма человека. Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. Геологам понравится французская драма «Золото». Сериал снят в 2016 году и доступен в 2 сезонах. Действие сюжета происходит в джунглях на северо-востоке Южной Америки. Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в Гвиану. Это место – открытие для золотодобывающих компаний. Однако помимо них наживиться на этой части земли хотят даже проходимцы. Герою предстоит сдать экзамен на умение выживать в экстремальных условиях, а завал такого испытания грозит уже не отчислением, а настоящей гибелью. Оценка на Кинопоиске – 7 звезд. Вы отправляетесь на 10 месяцев в Гвиану. 100 лет назад Франция именно туда отправляла изгоев, отверженных и неугодных. Вы там будете как дома. Продолжает наш топ комедийный сериал «Курс биологии». Специальный предпоказ состоялся на NBC. В главных ролях Глен Хоуртон и Пейтон Освальд. В центре сюжета история профессора философии Джека. Он теряет прежнее место работы в университете и начинает преподавать биологию в школе. Поначалу новый учитель подавлен и апатичен. Его жизнь утратила смысл, а ученики не приносят радости. Однако со временем начинающий биолог понимает, что ребята в классе славятся хорошими знаниями и занимают почетные места в школе. Джек решает воспользоваться такой ситуацией ради собственной выгоды. Что же задумал профессор? Это вы узнаете после просмотра 4 сезонов курса биологии. Оценка на Кинопоиске почти 7 звезд. Меня зовут Джек Гриффин. И мне здесь не нравится. Нашу подборку мы завершаем американским научно-популярным сериалом с точки зрения науки. В нем рассматриваются как признанные исторические факты, так и сверхъестественные и паранормальные события. Первые эпизоды вышли почти 10 лет назад, но до сих пор не утратили своей актуальности. Документальный фильм рассказывает о природных аномалиях, глобальных катастрофах, загадках и проблемах современности. Здесь нет места выдумке. Сериал основан на достижениях научно-технологического прогресса и мнениях передовых исследователей. При съемке использовали различные современные технологии, что позволило обеспечить эффект присутствия. Каждый эпизод представлен в форме легкой научной лекции. Для просмотра доступно более 130 эпизодов. Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. С точки зрения науки. Вот мы и закончили нашу субботнюю подборку для Института естественных наук. А для кого будет наш следующий топ-5 сериалов? Пишите ответы в комментариях. Всем пока!